Здравствуйте, ребята! Хотим с Султаном прочитать вам интересную историю. Автор текста Карганова. Чуня – это такой поросенок, который очень любил купаться и был чистюлей. Не забывайте, что руки нужно мыть очень часто. Чуня – маленький поросенок. Он очень любит купаться, разбрасывая в стороны веселые водяные брызги. Он завтракает с удовольствием, как большой, вытирает рот и говорит маме «спасибо». Чуня любит гулять. Ярко светит солнышко, щебечут птицы, Чуня напевает веселую песенку, но во дворе одному скучно, и мама разрешает ему выйти на лужайку. Вдруг перед Чуней появился цыпленок. Он стоял среди высокой травы и плакал. «Почему ты плачешь?» – заботливо спросил Чуня. «Я заблудился», – жалобно пропищал цыпленок. «Это не беда», – успокоил малыша Чуня. «Ну-ка, прыгай ко мне на спину, и я тебя отвезу домой». «Мама, вот моя мама!» – радостно закричал цыпленок и бросился в объятия пеструшки. «Я заблудился, мне было страшно, а поросенок меня спас», – тараторил счастливый цыпленок. «Ку-ку-ку-ку, какой вы добрый, какой вы милый, спасибо!» – кудахтала пеструшка. «Ну что вы, пожалуйста!» – застеснялся поросенок, довольный, что его похвалили. Он попрощался с пеструшкой и цыпленком, а дальше еще громче напевая свою веселую песенку. Неожиданно из-за куста выскочил длинноухий кролик. «Тише! Ты чего распелся?» – зашипел он на Чуню. «Разве здесь кто-нибудь спит или работает?» – растерянно спросил Чуня. «Я работаю. Понял?» – прошептал кролик. «Я хочу утащить у крольчихи морковку». «А почему не попросишь?» – удивился Чуня. «Не даст», – уверенно заявил кролик. «Посмотрим», – сказал поросенок и направился к грядке. «Здравствуйте», – сказал он крольчихе, – «не могли бы вы дать моему другу пару морковок?» Крольчиха отобрала 4 самые крупные морковки и дала их кролику и Чуне. «Пожалуйста, ешьте на здоровье». Кролику стало стыдно. «Ты очень хороший поросенок, я буду твоим другом», – сказал он Чуне. Чуня махнул ему хвостиком и от радости завизжал. «Ррр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 рrr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 
забора стояла маленькая собачка и отчитывала щеночка, нос, лапы и бока которого были в синей краске. «Разве это щенок?» – возмущалась собака. «Это настоящий поросенок!» «Простите», – вмешался Чуня. «Он не поросенок, поросенок – это я!» Но собака не стала слушать, она забрала щенка и ушла. Чуня вздохнул и побрел дальше. Неподалеку он увидел котенка. Котенок стоял в миске с молоком и забавно чмокал. «Ты что, купаешься?» – спросил его Чуня. «Нет, я ем». Чуня рассмеялся, но, увидев строгого усатого кота, сразу замолк. Кот вытащил котенка из миски за шиворот и сердито заурчал. «Запомни, Мурзя, чавкают и лезут лапами в тарелку только поросята». Чуне стало обидно. Он не дослушал, что еще скажет строгий кот, и ушел грустный и задумчивый. Шум, писк и возня за кустами заставили его остановиться. Раздвинув ветки, Чуня увидел утят. Они дрались из-за гриба дождевика. Чуня бросился их разнимать, но не успел. Серая утка подбежала к озорникам и крякнула: «Прекратите кряк! Подбирает всякую дрянь, как поросята!» «Это неправда! Неправда!» – закричал Чуня и бросился домой, громко плача. «Я не хочу! Я не буду! Я не хочу!» – повторял он всю дорогу. «Что случилось?» – спросила Чунина мама. «Чего ты не хочешь?» «Я не хочу быть поросенком!» – жалобно проговорил Чуня. «А кем же ты будешь?» Чуня посмотрел вверх и сквозь слезы сказал: «Птичкой!» «Но ведь ты не умеешь летать», – улыбнулась мама. Чуня вскочил на скамейку, замахал лапками, подпрыгнул и шлепнулся на землю. «Пожалуйста, я тебя очень прошу, оставайся поросенком», – помогая Чуне встать, сказала мама. «Ведь совсем не важно, как ты называешься, важно, что ты добрый, честный, вежливый и аккуратный». Чуня задумался. «Оставайся, оставайся поросенком», – хором закричали прибежавшие к нему друзья, кролик и цыпленок. Чуня обрадовался, увидев своих друзей, и весело воскликнул: «Ладно, останусь». Так что, ребята, вот так же, как наш поросенок Чуня, старайтесь быть
чистюлями, почаще мыть ручки и, конечно, слушаться свою маму.